В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Какой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вносят якутские ученые и какие новые проекты разрабатывают? Об этом мы сегодня поговорим с главным научным сотрудником Института биологических проблем криолитозоны, доктором биологических наук Борисом Кершенгольцем. Борис Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Вот в Академии наук Республики под вашим руководством создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом. Какие основные предложения сформулировал коллектив якутских ученых? Значит, на самом деле такая рабочая группа была сформирована решением Президиума Академии еще в первой половине апреля. И к 15 апреля был разработан первый транш рекомендаций, которые, кроме сейчас уже общеизвестных, общепринятых мер по профилактике и борьбе с коронавирусом, включали в себя такие моменты, как обратите внимание на вахтовые поселки и общежития. Причем эти предложения, повторяю, были сделаны еще до всем известных событий с нашими вахтовыми поселками и с общежитиями СФУ. Кроме того, понимая и зная, что такие продолжительные периоды самоизоляции могут нанести существенный вред вообще психологии человека и человеческих коллективов, значит, рекомендовалось с помощью средств массовой информации проводить профилактику, не допускать формирования коронавирусофобии. И, наконец, было предложение о рассмотрении вопроса о строительстве в Якутске центра инфекционной патологии. Значит, и еще одно предложение, рекомендации были связаны с разработкой не просто вакцин, которыми у нас в республике не занимаются, но организация разработки из биологического сырья комплексных препаратов, одновременно и противовирусного, и иммуномодуляторного действия. Повторяю, на основе использования именно нашего республиканского, северного, будем говорить, биосырья. В дальнейшем, значит, было сделано второй транш предложений, в которые входили, значит, это изменение некоторого отношения к группам риска, поскольку, например, изначально в группу риска включались пожилые люди, значит, поскольку стало известно, что целый ряд препаратов, применяемых при лечении и профилактике гипертонии, оказывают противовирусного действия, то, соответственно, требования к этой группе населения должны и могли бы быть несколько смягчены. Ну и, наконец, такой момент, что детям для создания как раз популяционного противовирусного иммунитета нужно общаться между собой. То есть требования по самоизоляции детей не должны быть чрезмерными. А работает ли научное сообщество Якутии по разработке, выявлению и лечению вирусной пневмонии COVID-19? Да, работает, но я уже сказал, что в отношении вакцин таких работ у нас не ведутся, они ведутся только в специализированных институтах и центрах. От нас ближайший это известный и знаменитый центр «Вектор» под Новосибирском в Кольцово, но по ряду дополнительных мер профилактики и лечения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, такие работы ведутся. Но здесь прежде всего надо отметить, что в отличие от той ситуации, от той информации, которая была известна еще в марте и даже в первой половине апреля, о том, что основным органом, который поражает коронавирус, это являются легкие, альвеолы легких, значит, поэтому надо бороться с вирусной инфекцией. Значит, за последние где-то 1,5 месяца стало понятно, что патогенез, значит, COVID-19, он немножко другой. Прежде всего, вирус поражает даже не сами альвеолы, клетки легких, а поражает сосудистую систему
снабжающие кислородом альвеолы. Значит, при этом основным механизмом это является образование диффузных микротромбов, которые приводят к разрушению альвеол. Значит, далее запускаются аутоиммунные процессы, и вот все это формирует как раз ту клиническую картину, которую мы наблюдаем при COVID-19. Это помимо пневмонии могут быть поражения и других органов, это прежде всего почек, известны случаи даже проникновения вируса через гематоэнцефалический барьер в структуру центральной нервной системы. Значит, поэтому акцент сейчас делается на другом, на применении в комплексное лечение COVID-19, прежде всего в обязательном порядке. Это препаратов, которые снижают свертываемость крови, предотвращают образование, соответственно, тромбов, и препаратов, которые нормализуют иммунную реакцию, не позволяя ей развиться в качестве аутоиммунной реакции. И вот в этом отношении, в отношении создания такого рода препаратов, работы в нашем научном сообществе ведутся, и, надо сказать, к чести наших великолепных врачей, работающих сейчас на передовой фронта борьбы с коронавирусной инфекцией, подобного рода препараты они уже применяют. Ну, действительно, вся страна работает над тем, чтобы победить эту коварную болезнь. А говоря об актуальных исследованиях в области биотехнологий, какие проекты исследования вы можете отметить как самые перспективные? Но на сегодня, насколько мне известно, у нас в республике есть 3 научные структуры. 4-й – это университет, в которых ведутся те или иные биотехнологические разработки. Ну, во-первых, это Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, значит, в котором под руководством профессора Неустроева уже достаточно давно ведутся разработки микробиологических препаратов ветеринарного назначения. Это по лечению целого ряда очень серьезных заболеваний наших основных сельскохозяйственных животных, это оленей, нашей якутской лошади и ряда других. Значит, во-вторых, это микробиологические препараты, которые являются нефтедеструкторами. Они уже применяются при очистке территорий, которые пострадали в результате разливов нефти, нефтепродуктов и так далее. Ну и, наконец, это наш институт биологических проблем криолитозоны, в котором, начиная еще с 90-х годов, теперь уже прошлого века, значит, ведутся работы по созданию биопрепаратов, биологически активных добавок из северного растительного и животного сырья. Но наше население, наши люди достаточно хорошо знают такие препараты, которые были созданы еще в 90-е, в начале нулевых годов. Это биопрепарат Эпсорин, иммуномодулятор, кстати. Далее биопрепарат Ягель, который является препаратом не только очищения организма от всевозможных токсинов, но и обладает очень хорошей, главное, без побочного действия, антибактериальной активностью. Из последних разработок я бы назвал препарат бетукладин. Это комплексный препарат, который включает в себя биоактивные вещества, прежде всего из коры березы, из бересты березы и того же ягеля. Этот препарат отличается тем, что без побочного действия он обладает выраженным комплексным не только антибактериальным, но и антивирусным действием. И, кроме того, он является мягким иммуномодулятором. И, значит, вот мы надеемся, что после продолжения клинических испытаний он как раз может быть в том числе использоваться при эффективном лечении и в качестве противокоронавирусного препарата.
Борис Моисеевич, вы являетесь руководителем одного из направлений в рамках научно-образовательного центра «Арктика. Территория устойчивого развития». Расскажите, пожалуйста, какие исследования и разработки будут проводиться по направлению «Человек на севере»? Значит, спасибо за этот очень интересный и очень важный, как мне представляется, вопрос. Да, самое первое направление комплексного проекта НОЦ «Север. Территории устойчивого развития» называется «Человек на севере». И это направление на сегодня включает 4 основные проекта. Это тоже комплексные проекты, которые направлены как раз на решение самых для нас ключевых, важных, актуальных социальных проблем. Во-первых, это проект гуманитарный. Народы Севера в условиях глобальных вызовов 21 века, потенциал устойчивости, социальная стабильность и цифровые технологии. Второй проект – это медицинский, разработка и внедрение прецизионных методов геномной медицины и клеточных технологий для сохранения здоровья человека на севере. Кстати, этот проект полностью отвечает тем принципам новой федеральной программы, которую, как мы все уже знаем, широко обсуждалась на совещании у президента России по развитию генетики в нашей стране. Третий проект – это разработка и внедрение в практическое здравоохранение, ветеринарию, пищевую промышленность биопрепаратов из уникального северного экологически чистого воспроизводимого биосырья. Я уже коротко об этих работах рассказал. Надо сказать, что в результате развития этого проекта мы ожидаем не только сохранения и повышения качества жизни человека на севере, но и прежде всего достаточно мощный импульс в отношении развития наших традиционных направлений сельского хозяйства, таких как оленеводство, коневодство и ряда других. И четвертое, это очень большой комплексный проект, экологический проект. Он называется «Экологическая устойчивость мерзлотных экосистем в условиях глобальных изменений климата и техногенных воздействий». Надо сказать, что работы, исследования по всем этим 4 проектам, конечно, ведутся уже достаточно давно, в том числе в настоящее время. Но мы надеемся, что если наша республика выиграет федеральный конкурс в отношении организации НОЦа, то все эти 4 направления, чрезвычайно для нас актуальные, получат очень дополнительный, мощный импульс развития. Научно-образовательные центры, которые создаются в регионах нашей страны, позиционируются как научные центры мирового уровня, и разработки в них должны быть, конечно, соответствующего уровня. Как вы считаете, способна ли научная отрасль достойно представить себя на мировом уровне? Вы имеете в виду научную отрасль нашей республики, да? Да, Но, нашей республики. Я считаю, что, по крайней мере, основы такого потенциала, прежде всего кадрового потенциала, потенциала обеспечения научным оборудованием, приборной базой, основа имеется. Хотя надо сказать, что, к сожалению, за прошедшие 25-30 лет, например, в кадровом отношении, ряды академической науки в нашей республике очень сильно поредели, более чем в 2 раза. Сократилось, кстати, число докторов наук и в нашем университете, Северо-Восточном федеральном. Но точки роста пока, по крайней мере, пока еще сохраняются, особенно в таких областях, как IT-технология, генетика, биотехнологии, мерзлотоведение, геология и горные технологии в условиях криолитозоны, технологии сельского хозяйства на севере, техники севера, а также в некоторых еще таких отраслях, которые связаны с биотехниями в ряде других. Так что будем надеяться, что точка невозврата в деградации нашей научной системы не пройдена. Да, и с помощью, в том числе, и комплексного проекта НОЦ, мы сможем действительно, как и раньше, выйти
вернуться на мировой уровень. Вот нынешняя пандемия заставляет перестроиться весь мир. Это касается и наших приоритетов, и образа жизни. Как, по вашему мнению, будет меняться научная отрасль в текущих условиях? Готова ли она вообще к изменениям? Значит, научная отрасль, как своего рода такой вневедомственный вообще ресурс человеческой деятельности в рамках цивилизации, она обладает как раз самым большим адаптивным потенциалом, как правило, даже превентивно отзывается на те вызовы, которые возникают, формируются в нашей экосоциальной системе. Конечно, она будет меняться и далее, будет адаптироваться. И более того, я уже сказал, что будет превентивно адаптироваться к новым вызовам. Вопрос здесь я бы поставил немножко в другом. Значит, всегда ли эти изменения науки, они направлены в позитивную сторону? И главное, возникнет ли понимание у чиновников, понимание того, что к мнению и к рекомендациям науки надо прислушиваться более активно. Ведь и эпидемии, и ураганы, кстати, которые в последние дни посетили, в том числе территорию, прилегающую к нам, это Западная Сибирь, это Урал. Значит, все это будет продолжаться, причем, скорее всего, с нарастающей интенсивностью и частотой. А это является в том числе следствием того, что люди пока еще, население в целом планеты, в том числе нашей страны, пока еще не понимают и продолжают издеваться над природой и, собственно говоря, над самими собой. Потому что одна из основных причин пандемии на самом деле это то, что наша цивилизация, наш социум пока еще совершенно не понимают, как надо организовывать профилактическую, в том числе медицинскую деятельность в отношении того, чтобы снизить риски появления новых пандемий и научиться эффективно, грамотно, без ущерба для здоровья лечить то, что уже существует. Спасибо за вопросы. Борис Моисеевич, да, действительно, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. О вкладе якутских ученых в борьбе с коронавирусной инфекцией мы говорили с главным научным сотрудником Института биологических проблем криолитозоны, доктором биологических наук Борисом Кершенгольцем. Не переключайтесь.